памяти, карта памяти, там очень мало осталось уже. Ну, что сказать. 100 пудов тут рыбы нету. Но, скажем, если она есть, ты когда прикармливаешь, но если не клюет, вот скажем, не клюет, не хочет брать рыба, и не хочет брать рыба, значит, он все равно, ты его увидишь, туда-сюда ходит один, косяк, там, всяко разные случаи могут быть. Но здесь вот, за эти дни, я на реке рыбы я не увидел. Не увидел, и поклевок не было, ничего не было. Все реальность я показал, как было, и как, что мы наловили. Сейчас еще я уберусь в избушке, все уберу, приберу, пока не стемнело. Чай попью, варить ничего не стану уже, все на сегодня. И еще там у меня осталось 3 донки забрать. И еще, наверное, там посижу, где я поймал 3 плотвы. Получается, позапрошлый вечер, да. Вот там порыбачу еще. Ну, чтобы куда-то ехать на новое место, вот тут. От избы, скажем, 3 километра выше и на 1,5 километра ниже я уже все истоптал. Я не знаю, где еще искать. Просто надо тупо куда-то вообще ехать, я не знаю куда. Нету ельцов. Где они, не могу знать. Может, они в глубине спрятались, сидят. Не знаю. Одним словом, пойду я лучше. Поеду домой. В следующий раз повезет. Капканы тоже в следующий раз будем проверять. У меня самый ближайший капкан где-то вот тут, недалеко. Буквально 100 метров, наверное. Я уж так за эти дни бродил по этому глубокому снегу, что мне уже на метр в сторону не хочется отходить. Хватило пока. Вот так вот. Наш буран. На следующий раз я уже знаю, что здесь одна рыба есть. Больше нету. И когда ты прикармливаешь рыбу, сидишь, прикармливаешь, и нет подхода, это как-то странно вообще. Я не говорю, что вообще на реке ни одной рыбы нету или еще. Но это странно, когда вообще не подходит прикормка. Не знаю почему. Даже ерши не видно на камеру. Скажем, одно-то сидишь, кивок не двигается, там не знаешь, рыба есть или нет там, а уже на видеокамеру ты смотришь и видишь, что там тишина, рыбы нет. Сейчас развернусь и газку на избу. Noksulat, tulan, bergaya.
А, то ладно. Поедешь, нет? А? Здесь останешься. Так. Для тебя место есть. Ну и рюкзак еще туда закинем. Вот и все, ребят. Здесь все как обычно оставил. Дровышки есть. Чайник, котелок. Все на месте. Еда. Ведро. Ну, блин, уже который раз чем вам показываю. Как обычно, по-нашему. Как у нас все делают, так и я делаю. Дровишек очень много. Этот все лезет и лезет сюда. Одним словом, спасибо, изба. Очередной раз отдохнули. Целых 3 дня мы провели тут. Очень было тепло, уютно. До следующего раза, как еще по-другому. В следующий раз, в следующем месяце или в этом месяце, кто его знает, когда будем. Ну, конечно же, приедем. Приедем, да, в этом месяце, в феврале еще мы приедем, потому что нам надо снять, закрыть капканы. Вот. Ну, подождем, пусть снег будет держать нас, потому что сейчас тяжело ходить. Вот такие дела. Все, короче, поехали мы. Так, все, тут тоже порядок. Консервные банки вот сюда начал собирать. Пустые. Как бы наполнится мешок. Увезу или же куда-нибудь закопаю. Я не знаю, что сделаю. Так, ну, одним словом, все, поедем. Все в порядке, оставляем. Здесь вот только непорядок у меня. Вот тут надо спилить. Или я не знаю, как это все выбить, потом вторую рейку туда снутри прибить. И вот в эту рейку потом эти стойки. Потому что пилить уже негде, вон там гвозди. Потому что там у меня поперечина 20-ка, только 25-ка доска. Ну хотя бы так закрою. Пускай так будет. Все. Так. Не хочет садиться ни на сани, ни на буран. Дико себя ведет, я не знаю почему. Так, лестницу, как говорил, тут оставлю. В любой момент может придется еще очищать трубу. Труба короткая, еще надо где-то сантиметров на 60 по длине удлинить. С снегом равняется. Закинул прикормку, подсмотрел, там ничего нету, никого я не увидел.
Сейчас по-быстрому я возьму. Здесь одна донка и там выше 2. Проверю заодно, возьму их. Пусть пока, может, кто-то подойдет на прикормку. Ну что, 0. Все по нулям. Короче, на первой, там ниже от ящика, там живца я не видел. Кто-то украл живца. А здесь никто не подходил, ничего. Хотя осенью тут хорошо держится щука. Так, ладно, нет, так нет. Между прочим, наледь, вот корка льда уже образовалась такая вот, где-то почти 2 сантиметра. Ну, человека еще не выдерживает, но здесь хорошее такое вот, ну, где наледь, замерзнет и ходить потом вообще как по асфальту. Сейчас, конечно, бултыхаешься, но как примерзнет, вообще класс будет. Ну вот. Короче, ребят, я собрал все вещи, плюнул на эту рыбалку, потому что минут 10 я еще смотрел в экран, ни одной рыбины там нету. Короче, поедем мы домой. Хватит нам. Хватит, погуляли достаточно. Да, Тулан? Давай, залазь. Залазь, поедем, пока не скимнело полностью. Давай. Пошли. Давай, лапса. Давай. Поедем. Сейчас поедем. Сидеть. Ух.
Привет, ребят! Вчера мы приехали из тайги, из первой избы, где мы были в походе. Сегодня я уже нахожусь на кухне. Вон наша щука, которую мы поймали, вон она. Также почистил картошку и соль еще на столе. По просьбам некоторых подписчиков я хочу сегодня показать, как я варю уху. Обычную уху, настоящую уху по коми. И это я уже не раз показывал в своих видео, что на второй избе, вроде и на первой избе тоже как-то снимал тоже. Ну, все делается очень просто. Из ингредиентов у меня картошка, рыба, именно речная, вот, как бы, обычно с окуни хорошо получается уха, ну, у нас сегодня щука. И соль. Больше я ничего туда добавлять не буду. Никакого лука, моркови, перец, лавровый лист. Это не борщ. Уха должна быть ухой. Ну, все. У меня вода закипела. Тут уже вода. Вон она кипит. Сейчас будем добавлять сюда картошку. Все делается очень просто, ребят. Закинем картошку. Воды, наверное, чуть-чуть слить придется. Картошку закинули. И сюда сейчас добавим рыбу. Рыбу вот такими кусками. Она свежая, с слизью, с таким вот. И вместе уже... Ну, я обычно жду, когда вода закипит. Но сейчас, в данном случае, я сразу туда закидываю. Ну и еще голову туда закинем. Все. Все влезло. 2-литровая кастрюля, наверное, это получается. Очень наваристая уха. Некоторые мне пишут, что я варю обычный рыбный суп, но я называю все это ухой. Сейчас еще по вкусу добавим соль. Соль добавляю на глаз. Соль тоже разная бывает, разные производители разные, и соль, некоторые соленые, некоторые не очень, так что, ну, кто как любит. Все, ждем, когда закипит, и еще добавим один нюанс, это чуть позже. Ну вот вода закипает, это шлак мы убираем. Ну, примерно еще минут 10-15 и все готово будет. После того, как мы собрали отсюда всю пену, так называемый шлак, я так называю, добавляем самое главное. Это сливочное масло, вот такой кусок. Поверьте, это лишним не будет. Сам по себе от рыбы там жир вышло, и еще вдобавок это масло, это самая вкусная уха будет. О. Я еще когда в тарелку уже накладываю, я еще столько масла добавляю, очень нравится. Все, ждем до готовности, пусть варится. Короче, все. Варку я закончил. Буду пробовать, что у нас получилось. Поверьте, получилось очень вкусно. Так. Также буду заканчивать свой фильм про поход. Необычно заканчиваю. Заканчиваю необычно. Уже дома, за столом. Буду пробовать свежую выловленную из свежевыловленной рыбы уху сварили. Заодно вам показал, как я это все делаю, варю. Так что пробуйте. Уверен, вам
тоже понравится. И также уже как бы в прикуску можно лук. А сюда я никогда ничего не добавляю. Так чувствуется вкус рыбы. Свежей, вот именно свежей. Следующий поход, надеюсь, у нас получится больше поймать рыбы. Уже будем готовить уху в избушке. А на этом все. Всем пока. Спасибо, кто досмотрел все серии. Ждите новые фильмы. Все, пока. Я ем.